В России делают неутешительные выводы. Вы должны это видеть. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему, по мнению Лаврова, ситуация в Афганистане стремительно деградирует. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. США не просто выводят войска из Афганистана, они выводят их де-факто, признав провал своей 20-летней миссии. Террористическая угроза меньше не стала, наоборот, многократно возросла после 2001 года, когда туда вошли американцы. Наркотическая угроза на порядке увеличилась. Ситуация в Афганистане стремительно деградирует, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании конференции «Центральная и Южная Азия. Региональная взаимосвязь, вызовы и возможности». В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее, сказал глава российского МИД. Лавров добавил, что движение «Талибан» — это не единственная угроза для Афганистана. Свое влияние на севере страны также усиливает группировка «Исламское государство», которая запрещена в России. Это сильно беспокоит Москву, поскольку бандформирование действует на границе с Таджикистаном, который является союзником нашей страны. Лавров подчеркнул, что существуют риски перетока нестабильности в соседние государства. Угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество, отметил министр. На границе Таджикистана с Афганистаном, чтобы не допустить каких-либо агрессивных поползновений в отношении наших союзников. Как вам такая оценка? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В июне в Афганистане развернулись бои между правительственными силами и радикальным движением «Талибан». Боевики активизировались с новой силой на фоне вывода американских войск. Афганские военные стараются сдержать натиск боевиков, однако, согласно официальным данным, под контроль боевиков перешло более 200 уездов из 398. Особенно ожесточенные столкновения происходят на границах с Таджикистаном, Ираном и Туркменистаном. Пристально следит за происходящим в Афганистане и будет выполнять свои обязательства в рамках организации договора о коллективной безопасности. Как вы относитесь к таким прогнозам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.